Здравствуйте! На этих видео мы с вами разучим несколько приемов и народных мотивов, которые можно исполнять на якутском хамусе. И в первую очередь мы с вами изучим народный мотив песни «Хытты». Вообще, эта песня имеет множество вариантов, потому что в старину имела импровизационный характер, но есть один текст, который считается наиболее распространенным, хрестоматийным, можно сказать. Этот текст вы сможете найти в описании под видео. Звучит он так. Конечно, песня на якутском языке, и чтобы ее исполнять, нужно знать якутский язык или хотя бы попытаться приблизить, попытаться смочь воспроизвести словами данный текст. Звучит так. Хытте сырдык кюммит, хытте кюммиттык, хытте сывас вотун, хытте вотун испыт, хытте иди куяс, хытте куяс түспит, хытте илге сайын, хытте сайын кәлбит, хытте чыйчах кәлбит, хытте чыйчах тойбут, хытте тойунан, хытте тоон тоогут, хытте иди куяс, хытте куяс түспит, хытте илге сайын, хытте сайын кәлбит. И в конце повторяется первый куплет. Во-первых, вот этот вот звуковой эффект хытте, он смысла не имеет, он как бы именно песнеобразующий такой лейтмотив. В самой песне он делается с помощью прищелкивания языка к небу при вдыхании. Если вы умеете делать этот звук данным способом, его можно также воспроизводить ровно таким же образом на хамусе. То есть «т» в два удара. Сначала «хт», потом «т». «Хт» получается на вдох и «т» на рассеянный выдох. Если вы не умеете делать прищелкивание языком, можно просто обойтись резким вдохом. Этого вполне тоже достаточно. После каждого хытты, перед каждой строкой он повторяется два раза. Идет, собственно, текст песни. Хытте сырдык кюммит. Это нужно делать с помощью артикуляции, но не как в обычной речи. У нас будет артикуляция гортанная, то есть мы не будем задействовать наши, например, челюсть и губы при воспроизведении текста. И нужно пытаться именно довольно утрированно варьировать текст с помощью горла. Во время артикуляции текста я не дышу, задерживаю дыхание. Таким образом, ваша артикуляция будет более слышима, более четкая. И получается, вдох-выдох вы делаете только на «т». Сейчас вместе со мной попробуйте воспроизвести в медленном темпе первый куплет.
Как вы видите, я во время игры в данном случае не делаю движение губами. Как я уже говорил раньше, это делается для того, чтобы артикуляция была полностью гортанная и текст, да, сквозь хомус был бы слышен наиболее отчетливо. Можно делать различные вариации, да, со звуком, делать вместе с дыханием, да, более ритмичным, и тогда будет более уже не такой четкий текст, но звук будет другого рода. Вот. Здесь, конечно же, можно поначалу тренироваться чисто на артикуляции и пытаться более четко произносить весь текст, но в дальнейшем, когда вы разучите и приемы, и текст достаточно хорошо, можно будет, вернее, каждый куплет варьировать по звучанию. Да? Во-первых, это можно делать с помощью изменения тона, да, самой песни. Например, первый куплет вы делаете на обычном уровне, да, то есть ваша гортань, она не напряжена каким-то определенным образом, вы просто производите артикуляцию. Если вы хотите сделать звук более высоким, нужно гортань расположить на более высоком уровне, зафиксировать, вернее, как будто бы вы внутренне ее напрягаетесь, да, в такой положении, как будто фиксируете звук «ы» или «и». Вот. И при таком фиксированном положении вы продолжаете артикулировать, да, тогда звук будет более высокий. А для того, чтобы понизить звук, сделать его более низким, нужно гортань оформить, зафиксировать на звуке «о», округлить и как бы давить на легкие, да, гортани. Тогда вот вместе с легкими, с диафрагмой у вас будет образоваться такое пространство, как будто бы бочка, да, округленная. И при таком положении опять же продолжаете артикулировать, и звук будет получаться более низкий. Вот. Можно добиться более большого разнообразия, да, в вариациях звуков, конечно. Но мы пока остановимся на этих трех, то есть артикуляция с задержкой дыхания во время говорения текста на среднем уровне, на высоком и на низком. И давайте попробуем это сейчас повторить. Здесь у нас 4 куплета. 2 куплета я повторю на среднем уровне, то есть без какого-либо напряжения. Третий куплет будет в высоком регистре, скажем так. А четвертый куплет будет в низком регистре. И повторение первого куплета в конце будет опять же на среднем уровне.
момент, что постепенно нужно наращивать мелодичность мотива вашего наигрыша, потому что вы играете, конечно же, песни, и каждая песня имеет свой определенный мотив. Да? Вот, и нужно пытаться его воспроизводить. Можно немножко варьировать мотивы, делать более мажорный, более веселый, или наоборот, более меланхоличный. Вот. Надеюсь, эти рекомендации помогут вам в обучении игре этой песни. И до следующего урока.